Шау бустене кири шабышны паттерсене пал ушса пан. Шак же ерце пурагане культуру пан ердюши Ершов пуна. Палык това себе шуркасы жины Михайлов Нумай Вайхуна. Вол ла паттерсене яцер чистер буданны. Везем таван халық иреклихишен хозяин пульсене хуна. Молодой шермине burada оригинал. Акрам больше мне бушлан заганды. Чим адам бушланны бунда тönüşün, чаш тönüşün. Священник илде пирилеш келемес не птера бушланны. Бараван священники избилди, бараван хышын шиш бастан Леш мене чухан бурне мене ко политика, факт чаш тönüşün гында бастан бушланны. Хамар кереметшин, хамар тоже земшин. Bu основной фокус. Ha? Onda türlere minzem. Ha, sonra Bolda bile. Bolda şılını diye burunda. Ha, Türlere nalog zemdi, pogoru diye bor, temde. Ну, здесь не все марицы, но марицы как бы более как бы язычные. То есть не язычники, а марицы как бы. Yürülür. Вот акабак шакал лабара. Бара шакшапи жухушин. Эти пин не было, я шеш какая-то чупар гадок вещь хочет сам. Аман лажазем, вильни лажазем, вильни шинзем, йон юхат шинзем. Салдагизем, тухорвон салдаг вещь урда тоже аман завитне. Казагизем. Вот понимаешь, шау бурында. Бурында. А бара кунда как бухаш хал, тата тыца опты зембурский твачи водор двадишин. Зем патишка киго шинжа. Видела их курна шинден. Куда урам жок. Менега малайша урам мал. Тюрю урам. Тюрю урам. Ага.
Акундала, що кугунала. Ну, що піділай курнат бара. Гунда бгач халық епен хай там. Дитса хопты зем харшты шор пасарanya кугачы. Эш бурдат. Их салдак зем хай хавалайса да унда хай пен. Юбашы юлача 24 тарат халық. Казак зем хиссем бе унда. Ну там регулярный се ваш. Шигам болғанда қабылдем Пикандор петереге. Arabaya zembol. Şarmışam. А, шармышка? Интересно. Малийский земле воза. Вот в чувашской форме завязывают. Она и герминия. Здрасте. Чынлазақта истории піліне биде сумлы ябалавыл. Міншін дезесін, шин истории пілмеретікі унын малашлық щука. Чавынбада ебір, білетпір, шыржит мілчул гайла шуржара халық выржи бұлныня. Выржы был, икшанда лайықпа дұқмаш, нужаба ябықпа гына. Чавынбада шыржит мілчул гайла юндықна халық. Ебір, бізене азнат бір, бізен бере аназынчыр. Сымақ, барат бір, район администрации бұшлықне Тимофеев Ростав Николайжа.
кизепле хуназем, кизепле ялеш. Шагындай bir баян. Ужа выржи буне шыржитмел жу. Палы думаштын кубынна. Кубал. Историне кене саман. Шаг выржылы шуржа выржи. Будем Россия историне кырды юлна. Ужал гижол. Россия Федерацийнде истории чули. Палы дума ежынны. Президент Лукашбек келешілді. Шаг баян кигунчак мне шыржитмел жу мне азымыне как раз шаг мероприятиеден путне кірден. Шаг балыға, қалар шалі, балы шуқал, налақсыне, шаг балдана кедевал. Түрлерен шаг самантыл, шаг бұржына, түрлерен мінбеші бұлдарашы. Шыруми, лартмазы жабышны деші, халық, царя келіш кірешіні деші. Қаларында крестапенеме шаг ябалау, күдімге пұрде бұны шағында. Шыруми де бұны, шырыйды үдедірні, шағында чиновник сен, самоуправство деші қалғы панхи күнінде, түрлерен Кюресмар ежуну земдуны бедешігінні халық бол шақна тұғынза жетнебе, шақ бүдімбе, қойын қыштағынде жұмылық шыңгірешні бұладынде, шақна киріштонынде, шақ мүнбатне есесіздеріне бір білет бір. Может быть, шақ ябала бол, шақ тебір ширім жылдан крепостной правына отменит туны бешігінні бұладынде гаран. Может быть, урхлау, может быть, шақ крепостной правы, шақ мүлі қалсырақ, Курағалға қыдырақ хистеріне жағын ғышын түрлерен бұды, но шақ выржы ғышын, шақ шуржа выржы ғышын. Түрлер ұлшыны зем қыштақ пулны десе, уже историк семде баларда шына шақ бол, шақ Курағалық бүдімбе, шақ білнезен, мінезем, сая гайман бізем, сая гайман исторіне кірзе елні. Еп қам шақ тұрқ лиземе, құқпаны шақ кында бір билікшіл метрда бұрынадым, шақ балық, Егер ажа жоқ не бол уйралар ачы жақында немсем булман, датчы земнешке варманзем булман, шақ уйралар ачы пиде мұнашлың күнзалар ачы бол хал бол, шақ мінзем шіне көрсетірде қыштақ айқра күрнайд, шақ бол истории бе шиғынны вырында шуралны жіне мұқтанады, шағынды халық бол яғанақ елік кисенне хамын хамзем бұлашыне прапрада хамзем бұлашында уже шазем бұзем шақ история кірзе юлны де шутады, ебірде банки күн шақ на палы дуса Мургаш район истории не кыштақ күскен бір ергебе шырза құрат бір бұлзе. Тавда бұл сире панхи күн пұғынны жын шақ шыршит мүлжу, шуржа выржи бұлныне палы думашкан, бұрнеде сылық сунады күмбек біржізен пирбатыра амбул черчі, бір-біріне лайықтына кірзе, ішлеші малада бұрнашчы. Тавда бұл сире. Самах, парад бар. Ирень, ветеран, пиде сумлы жин, Федор Васильевич. Шуржа врежешінчен Рашитап Николаевич Кыштақ-Калария, епін жинде чарын садрашқанмар, шақ памятнигі ұшныне азайлешін, ұндан шуржа школ ачугезіне ғанда шақ памятник добра Тадарашы, жалғыз бізен қалашын. Памятник бірге, бінде тұқыршыр ұтмал біреміз шулда қалашма бұшларыш. Ол бұғытыра район администрациясынче культура байын бұшлайды болса, Николай Филипп Ершов шлетші вырынды, шынсынжы никамда қайыншыне елешін бұлман, памятнигі ларца ергене кирдеси берги вара культура пайышыне кучарна вара отмал екіміз шулда шургонне бар же участники бели Алексей Михайлович Михайлов покалашта да болса бұл строительство была бидла их плече шак памятника тума пушлареш вара инде такашер отмал екіміз шулда шерширен шула кайнамай, шагында открытие больше, пиденмай халық күштарынычы, этим шагында пазар бегек, райондар намай шкузенче ажажем келне, ондукне памятник бужы вырында полна, ак шагында езер азырға тіркіштақ ер бол. Шаб ері бол, гөлік шебин,
паллые, он шагындан даяр. А ку памятники бас, вылечили варринчелар. Миле булдакал этот шагында быдырасы. Вильнюсем май полна. Но уйрымны лечесін, шагында быдырасы, быдыролды шин шутланашы. Өтізем, в общем, май уже, ну, салдак сенжен қараса тарны, аман нечем бұрман сенже, вильнюсем де болны, жіне вырын сенже бұдарны болмалы. Кайран, бұнда вильнюсем, ну, шагындан шаг шол бол, элек Ургаш, Турай тавражем, Шубашкарба шихын на шол болны. Шагындан школ байтынчен, школ жомынчен күрек, Пазарбач тепер вышелка на күре жол, тогда онда кипер полна. Шав кипер жинче, это хирис пулаще, Кочмедемянскараган килеген пызык, ну, толпа примерно швона бенчин батне, шуржана, шуржари, меня этот полкавчик легензине полушмашный диме дохма был. Вара шарсем шав ширан синче кипер батнче хирис пулаще. Оринины янчен килегензем, марейцем, чевашсем, бірлешневзем, примерно вон бенчин батне. Вара кибер батнче солдатсем кальчарашын булман шурчада волисполком батне, а волисполком шурче шыбакша каль шурча школеларны вырында булынче. Виде кабыр шурче, ну хертуатым шурдашын загайнавал. Он байонна жарак школ шурче. Вара шабы вызниче вильнисене выдармашкан. Ну, малдан, онда этот арсленищен зенде болны, путармашкан, вырын жираны, путармаш утланы малдан шак шывачине, вал чиркви приходен шыви болны, вара поп пачешки, шуржа чирген пачешки, чиркви приходен, шывичине путарма ирик парман, Шта бутармала. Вара шутла зайлеше, булик швибор, булик швишне килсе, паршота кавардашиде, шавында бутаролды шида бутарашы. Пеньёда качеватмын дикмеш жылда шержерим жол хитнеже яжебеле, вара Алексей Михайловичакна памятнике кубаларе, билинде, ебір школа жүземде келсе біріне таза атсамыр, лайкын Ебашкарда, узаче он жокне, шак Ебашкарда давражнеже, вара памятник открытий больше. Он нагаран, это, ну, каждый жула ебра знак, ну, червоный жил, это черчирим, червоный, черкерек, жил удан извиня, каль, благодарить, памятник ехали, да, конечно. Шуржаш была дюдемянах памятника талабидаши, раще. Его всем он жок не булман гунда, таза вырын болны, жакында кечек булман бек отче, роман жоманче. Пара отман весьми шолда и там кашкар сатра как батне видит бурман агазаль, шактене адетам жирды базагилдемеде, шакти вшене ластрамар. Митим шолда. Школда врал артрамар, фундай гизел артрамар. Вот уже языки все больше. Вильнюсенде вернихшанда Ван Маспер, матвичем, нет шужа давражи жахали. Арчен зенчен чиватте йолдам денеге, потом поселение где первый костюм поселение. Я на Албарьял, Киевская батьківщина, Мургаш, Киевский Мургаш, Тавража, Шуржавол,
Джавар, Гир Нендеш, Ирагин Евгений Стаевич. Тогда Бирен Юриш регионран, Шармыш Штыргинже, Петрова Тамара Викентьевна. И здорово. Батызен бере билечер. Шагында баян асты жемек. Атия бизен, бажок мамоксен, жөнізен пербе бірле. Бұзан бере болса бұрчыр. Шагында тыбынза жоңғыларыны керек баттырда бере болса бұрчыр. Ебір тере шүкір басын атпыр. Сырағы батпыр. Есір бере анасына. Ебір жеп бір шей атпыр. Есірде бірле шешір таштырда, йорнырда. Юбырды при шымыл болдыр. Куркече лиже, Акрам Солаштыш Элешевле. Добрый день, уважаемые гости. Мятагачы толынна, Янга Сиргецен, Кырык Сиргецен, Эшендереш, Ишкемнен Кётивленем. Кыдывле толынат тишке, Ишкемештен жалейдиок, честиштым, достоинствыштым защищаешь. Мәненелен кымалына, таум келесіне, что мәленне тымден коденет, анчык денет, кыце, шке халыкым верцін шалгаш, шке семья верцін. Уважаемые гости, мы сегодня приехали из горной Кыргызстан, горный берег горный называется, так, наша родина, земля. Приехали потомки тех, кто вот сюда пришел, не жалея себя, чтобы защитить свою семью, свое достоинство. Это наши прадеды. Мы им без конца благодарны, что они научили, показали путь, как народ может стоять за себя. Мы поражаемся их мужеству, силе, всему тому, что вот их сюда понесло, можно так сказать, потянуло. Вас встретил сегодня марш Акпарса, нашего легендарного горномарийского сотного князя. Марш 16 века, марш победителей. Девочки наши из Еласовской школы, вот гуслярши, приехали сюда с удовольствием. Мы сегодня узнали историю. Вообще-то на уроках мы говорим об этих событиях. Сюда приехали наши лучшие учителя. Вот втроем мы приехали, учителя истории культуры народов Республики Марий Эл и родного марийского языка. Это наши лучшие учителя Российской Федерации, можно сказать. Ольга Сильвестровна Микрякова у нас победитель республиканского конкурса учителей марийского языка. В прошлом году она ездила, защищала честь нашей республики среди учителей родного языка. Что еще хочу сказать? Сегодня большой праздник. И в такой праздник, и день поминовения, мы тоже по вашей же традиции, это наша общая традиция, привезли блины, чтобы помянуть наших предков. Мы рады, что нас пригласили сюда, с удовольствием приехали. 5 лет назад приезжали, и хотим сказать спасибо организаторам, что вот организовали такую встречу, такое большое дело, и тем, кто вот следит за этим памятником и сюда ходит, чтит наших тоже предков совместных. Халь, азынзач етпер, митинга ишлетпер, палгу мне,
черечечек уныбе. Так, и я еще тоже традиционной вере марийцев. У нас тоже ведь поклоняются силам природы. Мы тоже привезли оберег. Пусть силы природы берегут чувашский и марийский народ. Я тоже сейчас туда же повешу. Повыше надо было. Повыше? Не дотяну. Так кто-нибудь возьмет. Екремери. Biz kunu çok ne yürütüyoruz? Ваттызен бере алашне бурна булшчы. Еберүзен азнаттыр, bizden бере аназычы. Толя, Толя. Tau kapit YouTube Merkez yaptı. Temden başımda onu elinde. Hans bulacak nelerle başım şalgıda. Onu kabul edenler yoktur öyle meşgulsün. Пробуйте наши блины. Yerinde Sirinbek türü Tomoğlu böyle hvatla bulaş. Sirin yaşa. Eser biri ana sanır ölsele asın. Sen şu vakit patlarısın ya. Balıksın. Onu demirsin. Kulturun için, kreşsin. Тау. Вітаю Романован, Юрій Тепер. Asati
Внимание. Это раз. Сейчас еще. Так, внимание. Снимаем. Евгений Пистович Ерагин, Чувашхалық академия президенті, Аслы Мыжалар. Шоржа біршіне бәрінде қалып батпыр. Бұнда шақ шоржа біршіне Вильнитен бір байы херікшіне яқын күнда бұрдайды.
ибир шатна баянда да аслы шимикия жибеде шагында кизе бир зене сваплас термер междезен хайбезен чунизем шак юзендранда чутанда черлихинже бин хошра бинде бирлезем ибир баянда бурде мунжа кетемер шимик мунжа жибе вот хайбаян тасалса шагында бир свапла паргыня өзем междезен халы хириклишин хамыр ириклишин Тван халық, тван ял тыныштық үшін керешсе бейнешінзем. Бізем баттырзем, бізем бире ибир жақпа дуни зем бире биллеш жамба. Ибир хамзіне азынза жет бір sıra хыбат бір бізем бире бұлса бұтшыр. Ибир зе азынзан да бізем бире ана. Қыштақта бұлсан шур жабыршы бірге қаласа бар қадарашы? Бұнеға, бұнеға конференция қапшырып, конференция дегелады. Mana Иванов Алексей Васильевич здесь, Аксар студент Гердюши, наци конгрессен фончин директоры. Кунда жүрек килдем, чавашқалық паттырсын, вайхватне, туя сезе, курас сезе, везем мілле пұрынны жабықтарда, ну, каласабач музейрада, кундада, музейрада каларыш, кунди шуржа варши, кунди священниксне, пупсне, хинених ишін пыштан сағайны. Можын десен візім ұдлашы кунда йыла ергене и мененде. Шынна хисеплемесір пусмырла пыштаны. Кунды керемет йылы сневеш пітере пыштаны, чываш турресне аргада пыштаны. Шамба пыр темешешін де, малдан чирікрешеген священниксне хинене. Вара ұзым шара чынсейлінде, вара боршы пыштаны. Кунда қалар Мариенчен бұны білді шар келіне, Чывашенчен де, ну Чывашен пырдак твады білік шар тұратыны. Ну, бұн білік білін піренчен шабышны, бін шын тебіренчен, білеген ісімде керікшені яғын. Шамба ку пиде қыдарца барад, кила ергене посмалла маршынчен. Шындесін. Налог сімде биде бұды бұлны бұл болда. Бұнда де барад лартны де, налог сімде. Халқа кеске де беш бірде бұштарынса, шамбек боршына бұштарынса. Шамба өзіне кезендесе бірді. Эбе Виталий Романов, шак шорже елін жешур разаюсне. Бинде тоқыр жер 7 миллион шулда шорже школын және врензі білердім. Школда врен жоқ нех, бинде интереслені истории біледе, ебір ялнық шағында кезе жүрет бірше история учителі бері, изе жүрет, изе келігінде ялнақ интереслені. Мен және болны шак варжы. Шынақта ол биде аз илмели, азын малы күн шорже варжы. Пызык пөтерішлі. Мұны несесің, бұл вақтыра полны жебеде евр болны берге, халық хезірлезі, халыға оны хезірлезі жегені берге, өзен шымылық қиын семшіне анжақшанма дейіне, шымылық оны штвас тезе. Жан балада да бұштарын мәлекне бөлі. Еп шан берген ұмай шоқшылаза жүрерінде, еуры көвелі шоқшоралчы. Шоржа давражынжы пьеса бор, тада калав зем, ученый зем, күнді давра көрім нұмай білеген зем, нұмай шерні калав зем, ман юры жираскелчі, шоржа варжи атлы юры журалчы. Сымахидін ехамақ кевелерім. Шанақта шоржа варжи ста болны дезесің, ез қыш ялзым дезесің, тюрих паласы вешеп шоржа зем деп. Акрам шоржа варжиден елтні деп, үті регион земде газасын, елтні деші борштырде. Вот шеп шағында жүралым деп те, вара жашқа пала жапыр вара. Жанақты ол жақпеде историялы вұрында болны, ол мана ада ұзқырақ шурсем шурадать пошыры, ада шуржа жинжай кыштақ пұштар аскеде деп қал. Акрамский голос тұрық материалсын архив рапуштар мабышларым. Хали шанда булин хам вадал за величень книги клара шокшпор акрамский волос тезе шанда шуржа вржение диазн заварашын кырце. Онда материал виден май штарас процесс на архив резенчеха сахал шлеши. Шта кырце вараскедеша история.
по инструментне на курайдеше, баш пушкар сен, удар сен, полна, чаваш сен кыштах урухларак полман девил. Хай, что-то улясы ишанбекех улянать, а сасы тембр урухларак курайын илнеть. Коне пушкар республики негайын закайсан туянче. Епхамда инструмент сен дума этот думайдуны. Хай конда баян чиксе гилмерим. Шашкал вырзе галамализем. Ку шыбыр балада кунахам усталаны. Шыбыр хал шашкал я бала типсеге пиде это нумай вылемаса суна исветсе шив бала исвет меледе кыштах вара сасыне биде лайк барать. Ку шыбырне мінрен дуны, шак пусма. Шыбыр илек ында тирден дуны болғанда, вылікчелік Ошчигинчен. Халі ол зенден тумашкан ебір шуғатна ша твасыне. Шамда да халхи материал зембеле тумадар шатпыр. Вот шамда кыштах бол чагатынде зембеле хал илхи болны болса сынына ислетмете келе марчы бол. Бирек булема булачы. Хал кунда бол китти бирги махал кыштах шыбала ислетмеле бара булема булачы. Аку шыбыр гевивыл кыштах холлахрах тугать. Она мачавр галандрах вал халық или хявал хал вен асатезен чуни дет. Чунизен сасы земилнештет. Шан балда онда парапан болын болсасын савынышларах тугачы. Парапан бал туйзен же ташланы вал міне галас халхи оркестра этот улмаштарны деспинде. Савынышларда вылема булать парапан бабыле хай терле халық или хи кивезене. Каладнде он хайн пентатоника строя жандрах. Но утларах шабар жезем зам шин кивине галамаще, зам хазем кивизене почран шошла закларза, хазем кивизем журадаште, хазен мелодне, хазен чонне шак туаганзем калана. Епхамда шашкалах. Ну матра хам кивизене, хам почран дуган кивизене вуля забрап. Халх киви майяларах. Но а так мензенже тавархал коллектив пала жюре перде ты регион сенжеде кайны коношкал сасыне тада ужрах тумал сасын тада лайхрахче, конечно. А так илихи баштар сенел тада ужрах яна больше. Вот она тузан врензе жити пробылха ужрах кармашкан. Пичек шашкал вырында улемашкан виде лайх. Хам. Малдан энде ана сурух ошчикинчен дунанде. Сурух мар вылехан хырымлыгинчен дуны домала. Хырымлыгинчен сурухын ошчикин кичкерек булат баха. А так качага диринчен дуны деше этот сарнай на корману наш инструментне. Качага этот пудекинчен тиринчен. Ой,
Умбала халя палма казам витя, умба астайсем. Епхан тузапхна. Туза вылядында, хоранда хыцал ратире. Каран тепре вулям отрыше калек шамшадас болать. Иди канцер этот. Племес прохальки всем господи. А вот мастер Зембор Адюков, Улян Негорный, Виталий Адюков. Вол призех бидем илихи илабалах вол турсах биде туны вол шидерни, туза шидерни десенде болать. Кайын билегиле наран. Вот Шанбек я была. Пирать пызыктабы.
решать, я буду фотографировать, а то сам. А то, чтобы так не получилось. Чаваш сулар халахне, азар зем тустарна, узатхане, терпение, честно, здесь верно. Шапла вара чаваш сен тударцене похарна, халихи чаваш яльзем, урах ядадивишне, сывай, тударан, адавай, тудар гаси, яравай, елда, тудар ячезем, хризем, тударзем. Хай курнаган шербиче, пуян был на унчухне, ери добра гарманзем, улап евер улахсем, хырчаш сем гашгана, эмерхи хурамасем, хальхи хурама уизем. Шурдах томна ялдавра, гарман юсне шурдахра, неземлар насарда, ялдер невана, шурча.
еревень, балыкушына майырень, узан вернен пушлыгезем, чикме уез шимезем, шуржадар дурда враждем, бірде бірле бұғынза, патшаларына указа, ядақ тезе қалана. Кашты ядақ шерінжен, шырғаса уйырмала, шал шелез уғаласа, ақса, ларса, бұштарза, патшалыға памала. Шақта қырда келішчензем, пиде начар бұрына, шағын бада жүгінзем, шыр уйырма келішнем. Шапыла бара жүгінзем, ери дауға қалғанына. Құнда қарғашы дайын кәрі кеміш шуленже, шури кен баринже, халхи базар баринже, базар бұлды бұйылда. Халық иш тұрғынза, канаш тұны базарда, хириш тұнына ұқаспа. Бара патша шәрзен халға хириштарза, бұжалдан биме бұшылана. Жуғын земде құраман, қам сенек пева құрба, шалабада бұлдыға, бізінен күшіран қаланы. Сағыл ешті ұтлы жар, малдандыға парана. Шапылдан бақалық сен дадақ күді бұлғанна, бір-бірін бе қанашлаза, шармыш сен де дапыранна, пызық балыған бұшылана. Шуйген бежінже, пирен шунжа dabражынже, чываш сен бе шармыш сен, нумай берсе білерне, пешсен беде кастарна. Тытканален незенен, епле кемір қылыба, Валерийчин хюнене, шабыла бара бискере, шак балхава шендерне. Azam
заедь. Камщик мавда чигара шакира. Шакира шрадали бара. Бир шурча ялгачи. Виталий Романов. Паян был сцены жинче. Тарапанов паненче. Эх, Юра, Юра, мен ганаду астан езри кем чунебе, исчи, а ганаду ваде, и дыры буксагерге, и туйгерле, шамар всем моеду ваши, буршарге Юра янарать. Чура сам на жиде, хурлахта, ущуреле. Хадых срыжи Константин Иванов калаште, чеваштем юризине юлаще, ущулю бегулаще. Паринже, хамаринже, тертле бурна, мона затезембе, мона затезень, бурна жижинже, щак юра итне седе бельбе булгаратпар. Таван шерши, таван давралах, и пле азам лавранзем, кундар курадан сем варманлах, кундах чечек левранзем, щак таврала бурнас килечке, чере топса виноград, тадах абаслан заиш весче, сам на ялгяче, ган горять.
Ильич Павел концертный Шеленча, Шапада Мала наука, практика конференции, штат Варгинию, у нас нет медицины, нет Малораты. Нет, Ростислав Николаевич Тимофеев. Практика конференции Film Batraman bunlara bilim mayın, kötüleyen bizi çarpıge bunlara Marines Kümü'nün kuşağında da bir parçanın kanın ускезунаға высла Каламашка. Уважаемые участники научно-практической конференции, уважаемые гости, сегодня у нас много гостей на этом мероприятии присутствует, также присутствует делегация с соседней Марийской республики, поэтому свой приветственное слово я буду говорить на русском языке. 2012 год особенный год. Указом президента Российской Федерации он объявлен годом российской истории. А историк пишут люди. У нас Мордовская земля богата историческими местами, событиями, также богата людьми. В Маргавском районе выросло много знаменитых людей. Мы гордимся нашими земляками, писателями, историками, артистами, спортсменами, хлеборобами. Район славится и героями. 5 солдат из нашего района стали героями Советского Союза в Великой Отечественной войне. Один полный кавалер Ордена Славы. 2 героя России. Это уже современная история Российской Федерации. 2 героя социалистического труда. 25 мая мы торжественно отметили столетие рождения Евгения Андреевича Андреева, героя социалистического труда, труженика села, руководителя сельхозпредприятия «Знамя труда» в нашем районном центре Маргалыши, именем которого на сегодняшний день названо хозяйство. Он до конца своей жизни работал на земле, внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства нашего района, нашей республики. Также Маргалышский район, как я уже сказал, богат событиями, историческими событиями и местами историческими. Александровское сельское поселение гордится своим земляком, профессором, основателем первой чувашской газеты Николай Васильевич Никольский. В этом году мы отметили 134-летие со дня его рождения. Юнгинская сторона с Спиридоном Яндушем, Ильинский, известный лесоводом Владислав Кузовский, который немало лет оставил в истории Маргавского района. Москва-Кацинцы, Андрей Петров. У нас есть святые места, как Арск, есть водопад. И самый старый дуб растет у нас. В районе для развития туризма есть все основания и предпосылки. Акрамский восстанец занял свое историческое место в календаре этих событий. 170-летие со дня сегодня мы отмечаем. И это историческое событие 1842 года изменило жизнь не только чувашских, но и марийских, татарских крестьян. Оно вошло в историю как антифеодальное выступление крестьян в защиту своих имущественных прав. Явилось следствием насильственного ведения общественных запасов на участках надельных земель. Для тружеников села земля является кормилицей. Селяне сегодня прекрасно понимают это. Весенние полевые работы в районе сегодня-завтра они заканчиваются. Одним из основных задач на этот год являлось для нас обеспечение полного освоения используемых земель, включения их в севооборот и сохранение поголовья сельскохозяйственных животных. С этими задачами мы справляемся. Район наш сельскохозяйственный, поэтому от стабильности и развития сельского хозяйства зависит его благополучие и дальнейшее развитие. Он числится лучших в республике, в одним из лучших в республике. Первый квартал текущего года район завершил с неплохим показателем. Объем продукции, производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйства составил более 218 миллионов рублей. Индекс физический объем производства 101%. Объем производства промышленной продукции составил более 145%.
Здесь, конечно, основная доля приходится на чебоксарское производство объединения «Сектор». Оказание платных услуг составило 104% уровня прошлого года. План прочности товарооборота выполнен на 104,5%. Общественное питание на 119%. Уважаемые участники научно-практической конференции, сегодня здесь собрались те, кто сможет дать правильную оценку событий тех времен. А мы, марковцы, в целях организованного проведения мероприятий, посвященных 170-летию Октябрьского восстания, в районе создали оргкомитет, утвердили план мероприятий. Вопрос подготовки и проведения мероприятий, посвященных этому событию, был также одним из основных повестки дня первого заседания Общественного совета при главе администрации Маргаровского района, где мы обсуждаем наиболее значимые для района вопросы. В районе проходили мероприятия, посвященные мерным историческим событиям. Был конкурс электронных презентаций «Герои нашего времени», конкурс творческих работ учащихся, сочинений, рисунков, с которыми мы сегодня естественно знакомились. В школах были организованы также тематические вечера в учреждениях культуры, книжные выставки, край марковские, героические страницы. В школах проводились открытые уроки, посвященные 170-летию Октябрьского восстания. Обновили экспозицию об Октябрьской войне в историко-краеведческом музее Октябрьской общеобразовательной школы, а в районном музее верховых чувашей открылась экспозиция об Октябрьской войне. Создан баннер на сайтах администрации района и Ровокачинского сельского поселения, посвященный 170-летию Октябрьского восстания. Подготовлен буклет «Октябрьский край. События и люди». Об этом историческом событии появилось много публикаций также в разнакомой в районной газете. Уважаемые участники конференции, выражаю искреннюю благодарность за то, что вы не забываете свою историю и даете свою оценку событиям 1842 года. Спасибо Чувашской народной академии наук и искусств, профессорского состава Чувашского государственного университета имени Ивана Яковлева, Чувашского государственного университета имени Ульянова, специалистам Государственного исторического архива республики, нашим соседям из Горномарийского района, всем сидящим в этом зале за активное участие на этом мероприятии, посвященном 170-летию Октябрьского восстания. Надеюсь, что тропинка дружбы всегда будет собирать нас на этом месте, на Марковской земле, а мы, как всегда, будем очень рады. Спасибо вам. Сейчас для основного доклада разрешено представить президента Чувашской народной академии наук и искусств Ирагину Евгения Исааковича. Orada uyarlayıcıda, aslı şiirde, burada da falan şarkımızı ağzım bulunmaya. Bayan birin konferansı şarkında farklı bir akademisyenlerin çiğneyenliğine Октябрьское восстание явилось самым важным событием XIX века в многовековой истории чувашских горномарийцев. Хотя оно и не принесло крестьянам ни облегчения налогов и сборов, ни особых привилегий, но показало, что народ все-таки может противостоять царской государственной машине. И потеряв хранившуюся веками мечту о самостоятельности. События мая 1842 года в Космодемьянском округе Казанской губернии сильно всколыхнули устои власти, напугав не только местные чиновницы, но и высших особ петербургских дворцах. До сих пор живы в Поволжье воодушевленные воспоминания о этих восстаниях, как и память о славном партизанском движении после московской оккупации края в 1550-1610-х годах, о боевых действиях во времена Степана Разина, во времена Емельяна Пугачева. Выступление крестьян было вызвано определенными причинами. Это и частый урожай их веков предыдущие десятилетия, и безудержное взяточество, и алчность к деньгам во всех уровнях и веках власти.
и унизительное положение молодцев края, а также новые сборы, ненадежность хранения запасного зерна в общественных амбарах, насильственное широкое ведение посадки картофеля силового оборота, насильственная общественная запашка с отрезом 16-й части пашни в областях, новое административное деление округа в связи с Киселевской реформой и так далее. Кстати, аналогичные выступления крестьян, именующиеся в основном картофельными пунктами, в те годы произошли во многих национальных округах империи. Например, в Беларуси, в Финляндии, Пермской, Оренбургской и других губерниях, где живут латыши, коми, удмурты, башкиры, чуваши и малийцы. Но самое мощное и весьма кровавое произошло в Акрамове Казанской губернии. Здесь тогда бунтовали и в Чебоксарском, и Ядерском, Сибирском, Спасском округах. В принципе, реформа преследовала весьма благие цели, но процветающееся взаимство, самодурство, произвольно чиновников и неблагоразумная распорядительность местных работников системы Министерства государственных имуществ, самых неуверенных в результатах реформы, привели к вооруженному противостоянию черного люда и царской власти. Те годы писали, это из записи Герцена, когда несколько лет назад им приказано было разводить картофель, то настроение народа в этих местностях стало очень неспокойно. Чиновники приступили к делу очень неосторожно. Они приказали, чтобы каждый 100 душ садили картофель на 1/4 десятины для запасного магазина. На следующий год они определили уже вместо четверти полдесятины земли. Когда, наконец, на третий год назначить под картофель 3/4 десятины, то люди подумали, что у них хотят аграрскую землю. Наконец распространится слух, что их хотят причислять удельным председателям. Русскому правительству тут не противно, что делается само собой. Все надо, чтобы делалось из-под палки. Вот тем, крестьяне засеяли картофельные поля, когда картофель был собран, министерству пришло в голову завести по областям центральные ямы. Ямы утверждены, ямы приписаны, ямы копаются. И в начале зимы мужики, скрипя сердце, повезли картофель в центральные ямы. Но когда в следующий год их хотели заставить сажать мертвый картофель, они отказались. Возражение было представлено как пункт. Министр Киселев прислал из Петербурга чиновник. Он, человек умный и практичный, взял с первого 100 рублей с души и позволил мне сеять картофельные выброски. Чиновник повторил это и во второй области, и в третьей области. Но четвертый, голова ему отказал на адрес, что он картофель сажать не будет и деньги ему не даст. Чиновник хотел дело кончить угрозами и розгами, но мужики схватили законя, полицейских бумаги погнали. Военный губернатор Казаков в соседней области вступил за своих, довольно сказать, что это дело дошло до пушечных картечей и ружейных выстрелов. Мужики оставили дома, рассыпались по лесам, казаки их выгоняли из чащи, как диких зверей. Тут их хватали, ковали в цепи и отправляли в военно-судную провинцию Космодемьянск. По весне, когда уже надо было решить вопрос с выделением пашни согласно властных решений с посевом и посадкой, жалобы от народных чиновники и Министерство государственных имуществ, это в основном работники палаты, Казанской палаты и окружные начальники, работали фактически весь март, апрель, начало мая, это вот на местах, чтобы вот где убедить, говорить. Ну, народ не соглашался.
все писали жалобы, неуверенные. Участились ходоки от населения, окружные управления в уездных городах осаждались большими толпами крестьян. И некоторые священники были даже убиваемы во время этих мероприятий. В случае сопротивления таким увещевателям и чудовным людям были и в других округах губернии. Все чаще раздавались голоса. Не надо нам никакой запашки, довольно расправы, это суды местные. Лучше мы согласимся с сосланными в Сибирь, чем впрягаться в эту запашку. Припомним мы вам времена Пугачева. Почему военному губернатору на скорейшем реформных мероприятий, кроме полиции и казачьих подразделений, вооруженные силы и жандармерии. То есть фактически военное положение на юго-западной Казанской губернии. В Космодемьянском округе особенно полностью отказываются от требований властей жителей Кожеваш-Сигачинской, Татаргасинской, Акрамской, Большеюдинской и Пихтулинской областей. Центром их сопротивления стало село Акрамово на Сибирской дороге. Вот чтобы слегка особи прошли, ехали только селяки, только на Ишаке, дорога называется Сибирская дорога. Ну вот село Акрамово нам казалось как раз вот между рекой Бургауской и Сибирской дорогой. Центр стал село Акрамово. 12 это май. Я хочу заметить вот про даты. Дата, например, скажем, 12 мая, это значит, нас в современном календаре нас бывает ровно 12 дней. Это значит 24 мая. Если, например, 20 мая, это уже получается у нас нынче 1 июня. Поэтому вот что мы сегодня проводим, это как раз соответственно 19 мая прошлого века. Вот сюда даже 12 мая, вот сюда даже мы проводили окружного начальника. 16 для увещевания крестьян сюда прибыл очередной агитатор в сопровождении возвращающихся курсами из Сакасийской области и Одесского округа, и военной команды. Это округ, значит, заместитель Одесского окружного начальника. В воскресенье 17-го представители двух областей, Пихтулинской, которые входят в Кишлейской, и Акрамской области, приглашали на села. Внимательно его выслушали до слова чиновники, хотя и на родном языке, до них не дошло. На другой день, 18 мая, в селе уже находится около 300 вооруженных крестьян из разных населенных пунктов. И работники областного управления, и духовники старались с ними не общаться. К вечеру народу стало намного больше. 18 получается, как бы вчерашний день. Будет 30 мая. По всему дальнему периметру Акрамова были выставлены караулы. Ночью они не пропустили всего даже Космодемьянского уездного начальника Крунчакова, князя, заставив ночевать у своих костров. А утром 19 мая, это сейчас 31 мая, в областном центре собралось уже до нескольких тысяч человек, в основном из Акрамской и Пихтулинской областей. Ночью по скоплению сюда народа прискакали казачьи отряды из Казани и Сибирска. Это, значит, прискакали как раз со стороны Ишаковой. В 9 часов со стороны деревни Костеряки в село вступил с барабанным боем целый батальон солдат Казанского гарнизона в полном вооружении. Во главе находились представители министерства из Петербурга, барон Форда и казанский полицмейстер. Вскоре всего, сверкая саблями, залетела другая казачья команда во главе с Саулом, прибывшая из Яндельского округа. Они окружили огромную толпу на церковной площади. Это, считай,
от школы до церкви площадь. Ведущий чиновник Министерства Посемусь приказал представить ему из толпы доверенных сельских общин. Вышло 47 человек. Поговорив и объяснив положение, он потребовал от них повиновения правительству и безоговорочного выполнения всех распоряжений его местных органов. Ситуация здесь надо заметить, что уже он понимал в Чебоксарском округе, это вот или около между Маркосадом и Юлемой, полосы там бунтовали, Липутская и Сергеевская, их там тоже Сибирского было. Он уже был цивильский, уже были случаи в Ядринском уезде, и, разумеется, они уже действовали более решительно, потому что надо сеть приказ губернатора вооруженные силы применять. Хотя вот он вызвал 47 человек, но они, это люди, пошли к своим, значит, односельчанам и рассорили столбы. Народ негодованием подверг предложение высокого чиновника. В то же время подходили все новые и новые группы из дальних селений. Люди возмущенно кричали против общественной запашки. Шум стоял неимоверный. Становилось ясно, что схватки не избежать. И тут полковник он приказал взводу солдат задержать особенно выделяющихся и активистов толпы. Другим солдатам и казакам были собравшихся из села. Крестьяне побоялись, схватили за колья, разобрали заборы, бросились в рукопашную. Регулярная сила победила, хотя поломано было более 100 оружий и около 10 сабель даже. Но солдаты, тем не менее, смогли задержать 46 человека, из которых 30 были ранены, и все они оказались во главе местного священника. Днем в Акрамово прибыл сам губернатор в сопровождении управляющего палаты Посемусь. По их распоряжению сюда собрали старост и старейшин сбунтовавшихся двух властей. После беседы в комиссии представители обеих властей согласились на исполнение их требований. Приглашены были представители и других бунтовавшихся, то есть Сигачкинской, Татарко-Синской и Большевикинской властей. Но они не явились. Так их не дождавшись, губернатор и исторический Божий вечером уехали в Казань. В среду, 20 мая, уже на Новогодний, с утра полиция начала допрашивать заметно проголодавшихся и жаждущихся пленных, взятых во вчерашнем стычке. Вскоре начали их экзекуцию. Поболив до пояса, спустив портки, ложили на скамейку и после по несколько человек на землю и били розгами под барабанный бой. Одна группа солдат занималась поставкой роз из леса. Говорят, был полностью оболенный несколько метров на розгами. Все это происходило на глазах понятых представителей своих властей и селений, а также городских соцкрестьян, приведенных в предыдущий день из Сахасинской области соседнего округа, которые в то же время вынуждены слушали по переменам судьбащих, по необходимости повиновения, управляющего палатой, окружного начальника и земского исправника. Уже к полудню вблизи села стали скапливаться новые группы мужиков из разных деревень, а в час дня еще шла экзекуция. Вдруг одновременно появилась огромная масса других крестьян, вооруженных длинными жердями, железными рогатинами, насаженными на колья косами золотыми, а некоторые и охотничьими ружьями. Многотысячная толпа собралась в 20-40-50 верстах от села из крестьян Большевикинской, Божвар-Сигачкинской, Татарко-Синской областей. У моста через Моргаушку между селом и Хорогосинским базаром они объединились и стали организованно строиться вдоль правого берега. Выступившие на встрече солдаты и казаки выстроились по левому берегу. Начальник воинской команды выставил ультиматум новоприбывшим мятежникам, попросил разойтись и приступить к выполнению правительственных мероприятий, на что восставшие, неистово угрожая
ответили отказом, что они ни за что не сдадутся, что придут сюда еще новые силы, что пленных освободят, а воинскую команду истребят, что они возобновят времена Горбачевские. Вследствие чего полковник счел необходимым употребление огнестрельного и острого оружия, когда бунтующие крестьяне при самом начале прожекий и впоследствии при своем выступлении начали наносить команде чувствительные удары. Как только послышались различные приказания среди солдат и казаков, и стали они приготовиться к выступлению, крестьяне разобрали мост через речку, но казаки искусственным маневром, найдя брод, перекинулись на другую сторону и начали вести и окружать мятежников. Солдатские шеренги, кровные попеременно делали выстрел, тоже пошли на крестьян. Было сделано 15 залпов. Крестьяне вначале отчаянно отбивались. Некоторые группы весьма ощутимо для карателей. Дрались кусом деревнями, группами своими. Но, не выдержав убойного действия огнестрельного оружия, стали отступать, а после их бежать в русло Беласи. Солдаты и казаки преследовали почти до деревни этой Беласи-Косы. В этом бою, длившемся более часа, было ранено и контужено 77 солдат, из них 9 тяжело, и 10 казаков. Но старшим крестьян был нанесен более значительный урон. 8 мужиков убиты на месте, ранены 231 крестьянин, из них 39 тяжелейшими ранами. Это, которые оказались прямо у села, и на территории преследования солдатами. По всему лугу лежали убитые и раненые, тысячи кусков и остатков от оружия бивших со сторон, мертвые кони. Вся округа была заполнена запахом крови. Кроме этих раненых, солдаты задержали и связали еще 186 мятежников. Тем не менее, несколько сотен раненых сумело скрыться в лесах и оврагах. Часть их унесли с поля товарищи. В различных местах вдоль линии отступления после все лето жители находили умерших от ран восставших. Немало умерлых достигнув дома и родных. Из числа захваченных тяжелораненых вечером и на следующий день умерли 28 человек. Всех